Ну что, добро пожаловать. На такой доброй ноте начинается региональный этап 6-й международной скретч-олимпиады по креативному программированию. Девиз сегодняшнего мероприятия «Без современных технологий никуда». Я могу вас поздравить с тем, что вы стали настоящими программистами уже. У каждого из вас уже давно написан первый код. У каждого из вас уже есть программа, которую вы опубликовали, насколько я понимаю, в социальной сети. Вы можете любому показать свою работу, которую вы сделали. И я надеюсь, у вас есть планы на будущее. Сразу после открытия ребята проходят на свои места. Перед началом работы юным программистам объясняют правила конкурса. Участвуют по возрастным категориям. Адылмалик Паланкоев, к примеру, в средней группе «Знайки». Для него компьютер не средство для игр и развлечения, а помощник человека в его непростых повседневных делах. Мне нравится программирование. Я давно им увлекаюсь, вроде бы 2 года назад. И я решил поучаствовать в конкурсе, в Олимпиаде, то есть чтобы победить и получить первое место, потому что я умею программировать. А что ты сейчас делаешь? Я сейчас делаю викторину. Могу даже рассказать, что там находится. В пустынянной стране идет пароход, то назад, то вперед, а за ним такая гладь, ни морщинки не видать. Что это? Отгадать эту загадку должно будет уже жюри. Только после этого игрок сможет перейти на следующий тур. А вот Руслан Чехкиев, несмотря на то, что увлекается программированием недавно, смог пройти заочный отборочный этап. У мальчика в этом направлении свое видение. А потому его первостепенная задача – выстроить правильный алгоритм действий. Я сейчас делаю викторину про зиму. Сейчас снеговик должен выйти, сказать ему, как у тебя дела, что ты будешь делать. Медведь должен сказать, у меня задание несколько вопросов. И когда снеговик будет отвечать, он будет переходить на другой фон. И будет выходить другой персонаж, то есть спрайт. На выполнение заданий ребятам выделили 2 часа. Неспроста. Скретч-программирование требует пристального внимания к деталям, усидчивости и терпеливости. Всего на отборочный этап было подано более 100 заявок. Прошли лишь 45. Участвуют в фестивале дети из разных школ со всей республики. Каждый ученик готовился со своим наставником. Вот такие олимпиады важны, потому что они помогают логически мыслить детям, потому что формируется алгоритмическое мышление, которое очень важно в дальнейшем при изучении предмета информатики. Пока одни трудятся над викториной, другие рисуют фигуры и небольшую анимацию. Главная особенность скретча – свобода фантазии. Кстати, стереотип о том, что программирование только для мальчиков, давно развеян. Вот и Динара Зязикова сегодня занимается разработкой мультфильма, о котором рассказывает с гордостью. Единорог спрашивает, куда идешь? Она говорит, да так просто гуляю. Потом лиса говорит, а ты куда идешь? А единорог ей отвечает, я иду в кругосветное путешествие. Лиса спрашивает, можно мне с тобой? Он говорит, конечно, можно. Графический язык Scratch создан специально для детей и подростков. Он ориентирован на онлайн-платформы и позволит юным программистам поделиться своими результатами на одноименном сайте. Визуальная программа специально создана так, чтобы особых сложностей не было. Участники выполняют математические операции и работают с системой координат. Оцениваться будет работа по 7 критериям, которые есть у нашего жюри. То есть они будут оценивать и культуру кода, и творческие способности ребенка, и в том числе и грамматические ошибки будут учитываться. То есть по разным факторам оцениваются. Организаторы уверены, за этими специалистами, или как их еще называют айтишниками, будущее. Тем более уже сейчас они влияют на жизнь республики, предлагая конкретные идеи и полезные для общества инициативы. Результаты региональной олимпиады будут известны совсем скоро. Ну а пока у ребят следующий этап. Он стартует 4 апреля. И они желают только удачи! Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.